Последовательность и поступательность – принцип любого образования. Изучить буквы, чтобы освоить чтение и письмо. Научиться счету, чтобы решать задачи. И если разобраться с алфавитом и простейшими вычислениями не так уж и сложно, то, к примеру, логарифмирование не каждому поддастся. Тут без хорошего педагога не обойтись. Так и в бизнесе. Изучив азы, можно начать свой путь по тернистой дороге работы на себя. Но в какой-то момент приходит осознание. Нужны особые знания и желательно от профессионалов. Это программа «Такой большой малый бизнес» и я, Евгения Новоселова. Сегодня вы узнаете, как увеличить свои шансы в борьбе за деньги госкорпораций и крупных компаний. Тревога на объекте. Тревога на объекте. Тревожная кнопка. Объект 810. Выезд. 810 принял. Свой путь в качестве бизнесмена сыктывкарец Владимир Горбунов начал 11 лет назад. Бывший сотрудник правоохранительных органов с нуля создал охранное предприятие. Работа кропотливая и каждодневная. Было даже в мыслях сначала все это, что не получается за первый год. Такое, даже хотелось все это бросить. А потом, когда уже с РЖД потихонечку оно уже пошло, стало интересней. Уверенности добавил первый крупный заказчик. В 2013-м предприятие Владимира Горбунова вышло за пределы Сыктывкара. А сейчас сотрудники «Гранита» охраняют компании 6 регионов России – от Твери до Ленинградской области. Нужно не бояться выходить на рынок госуслуг и претендовать на крупные заказы, призывает бизнесмен. Ребятам я бы хотел сказать, чтобы они, когда выигрывают аукционы, это сложно очень выиграть, но надо год за годом стараться это все равно сделать. Там документации, какие-то тонкости, все это смотреть. Но чтобы руки не опускали и, самое главное, на качеством работали и знали, что они там незваные гости. То есть надо показывать характер, надо показывать коммуникабельность, чтобы должна быть, с людьми находить общий язык. В крупных корпорациях сейчас стало легче участвовать. И в госзакупках тоже легче стало участвовать, чем мы участвовали даже 5 лет назад, 10 лет назад. В том числе и благодаря осведомленности самих предпринимателей. Книги, профильные журналы, интернет делают свое дело. И совсем хорошо, когда вся необходимая информация дается, что называется, одним пакетом. Не так давно Министерство экономики Республики Коми совместно с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства провели для всех желающих семинар под названием «Как стать поставщиком крупнейших госкомпаний». Площадка семинара – это хорошая возможность повысить и правовую, и финансовую грамотность, определить для себя новые возможности для развития, получить ответы на вопросы, провести активный, открытый диалог, уверена министр экономики Республики Коми Марина Анисимова. Основная цель, которая ставится организаторами данного семинара, конечно, донести до широкого круга предпринимателей те инструменты, те возможности, которые на сегодняшний день предлагаются на уровне федерации. К слову, буквально годом ранее было принято постановление правительства Российской Федерации об увеличении объема закупок субъектами малого и среднего предпринимательства с 10 до 15%. Данное решение вступает в силу с января 2018 года. Поэтому наши предприниматели, безусловно, должны владеть актуальной, последней информацией, именно федеральных законов. Как представителям малого и среднего бизнеса получить заказы от крупнейших компаний? Каков алгоритм действий? Как быстро и качественно собрать пакет документов для участия в закупках? Как избежать типичных ошибок? 80 предпринимателей со всей республики смогли узнать ответы на эти и не только эти вопросы. Знаю 44-й федеральный закон, а 223-й закон я еще не знаю пока. Поэтому я хочу в дальнейшем зарегистрироваться как субъект малого бизнеса, предприниматель, и попробовать работать с этим законом. Сложновато понять. Нужно обязательно такие конференции, чтобы что-то для себя уяснить. Наталья Жабакрик из Микуня еще только начинает свой путь в бизнесе. А вот Светлана Бабичева уже четверть века обеспечивает деревни и села Усть-Куломского района самым необходимым. В ее магазинах можно купить все – от ватрушки до дивана. Но и с таким опытом на семинаре есть чему поучиться. Стараемся участвовать, так как мы
очень делаем большие закупки и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Нижнем Новгороде. Мы часто ездим, но когда у нас есть время, мы стараемся, конечно, участвовать. Я приехала не одна, взяла с собой бухгалтера, который будет этим заниматься. И будем участвовать в конкурсах. Информация о видах закупок, прикладные инструменты для работы с ними и даже план действий в случае, если вы хотите обжаловать результаты закупок. Организаторы семинара сконцентрировали все самое актуальное и необходимое. Рядом с четкими правовыми и финансовыми советами соседствуют и чисто человеческие. К примеру, не терять головы во время аукциона и не понижать ставку до критического минимума. Контракт вы выиграете, но как его исполнять? Так и в реестр недобросовестных поставщиков услуг можно попасть. После каждого блока семинара слушатели могли задать вопросы специалисту и обменяться мнениями. Такой формат получения важной информации оптимален для всех участников, считает и представитель компании МРСК «Северо-Запад», крупнейшей электросетевой компании этой части страны. Бизнес-гигант регулярно отдает контракты подрядчикам из нашего региона. Для поддержания надежности снабжения электрической энергией нам необходимо осуществлять закупки, согласно 223 федерального закона, определенным способом. Соответственно, в целях выбора надежных поставщиков, подрядчиков, исполнителей работ особенно по техперевооружению, реконструкции, работ по капитальному ремонту электросетевого хозяйства по МРСК. Нам нужны надежные, квалифицированные подрядчики и поставщики, соответственно, способные качественно и в установленные сроки выполнять работы, поставлять оборудование. Для того, чтобы, во-первых, выбрать достойных, должны понимать представители малого и среднего бизнеса требования компании в качестве, как требования к участникам, соответственно, выбор осуществляется по определенным законам, соответственно, чтобы они также на этапе подготовки закупочной документации качественно заготовили, потому что выбираем мы по закону, и даже если какой-то из подрядчиков, поставщиков чисто квалификационно может качественно выполнить работу и в сроки, не всегда могут подготовить должным образом закупочную документацию. Современный предприниматель просто обязан выходить из своей зоны комфорта и привлекать в свой бюджет государственные деньги и деньги крупных компаний, считает московский бизнесмен Константин Гусельников. Он помогает корпорации МСП организовывать семинары по всей стране. Инструкция о том, как завести дружбу с государством, помогает многим открыть новые горизонты. Предпринимателю что самое важное? Самое важное для предпринимателя всегда найти сбыт для своей продукции или для своей услуги, чем он занимается. Сегодня мы понимаем, что большая доля рынка принадлежит к крупным госкорпорациям. Соответственно, для того, чтобы предпринимателю быть эффективнее и двигаться дальше, один из самых хороших путей – начать работать с такими крупными компаниями. Поэтому тоже крайне важное направление, которым занимается корпорация, доносит информацию до предпринимателя, что ничего в этом страшного нет, что надо идти, предлагать свою продукцию, и даже если там в первый раз, например, не получилось, то надо продолжать этим заниматься. Я сам буквально в начале этого года первый раз участвовал в тендере. Я думал, это вообще просто невозможно, потому что там столько документов, все куплено, там все, ничего подобного. Поучаствовали, один раз проиграли, через полгода победили. Нормальный процесс, Образовательные семинары корпорация МСП организует уже не первый год. Специалисты побывали в 3 десятках городов. И если раньше послушать ценные советы приходило 2 человека, то сейчас аудитория значительно расширилась. Предприниматели очень активны. Они сейчас понимают, что сейчас высокая конкуренция, и выигрывает тот, кто обладает определенными знаниями, умениями, навыками. Они, когда начинают свой бизнес, даже, может, и без образования, потом все равно они понимают, что-то им не хватает, для ведения деятельности, и они к нам приходят, и потом у них как раз все и случается, как говорится, все происходит так, как оно должно быть по законам рынка. Еще одна важная площадка семинара – финансовая. Где взять кредит на бизнес и как получить гарантийную поддержку.
Пока одни изучают вопрос в теории, другие уже претендуют на реальную поддержку от корпорации МСП. Сейчас там рассматривают 4 проекта родом из нашей республики. Но перечень проектов МСП предусматривает ежеквартальную актуализацию. Поэтому Министерство экономики готово рассмотреть новые, соответствующие базовым требованиям корпорации, проекты от предпринимателей и местных администраций. Объем потребности финансовой варьируется там, от 1 миллиона рублей до 340. Это я вот такой диапазон. Объем гарантий, на который мы рассчитываем, участие именно корпорации МСП, там порядка 50-90 миллионов рублей. То есть суммы существенные, проекты интересные, все они связаны с производством, там модернизация, реконструкция производственных площадей, приобретение оборудования. Здесь Министерство экономики выступает и консультантом, и оператором, и проводником для наших предпринимателей, так как мы непосредственно от лица Министерства экономики направляем данные проекты на рассмотрение. Более того, можно сказать, в ежедневном режиме отслеживаем статус прохождения, согласования данных проектов. Мы знаем, какие проекты, например, на сегодняшний день и в какой части идет рассмотрение там, по корпорации и по банку МСП. Ну, что я хочу подчеркнуть, что эта информация важна, чтобы мы тоже, в свою очередь, могли активно и оперативно отреагировать, если что-то потребуется, там, дополнительные документы или какие-то пояснения и так далее. Республика Коми на 100% взаимодействует с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего бизнеса. Именно поэтому в рамках специального соглашения руководитель регионального бизнес-инкубатора прошла подготовку в Москве и сейчас уже в статусе бизнес-тренера запускает обучающие программы в аудиторию наших предпринимателей. Некоторые предприниматели, как начинающие, так и опытные, даже не знают о финансовой поддержке, которую может предоставить государство. В первую очередь, это гарантийное обеспечение кредитов и льготные кредитные ставки. Именно об этом шла речь на обучающем тренинге в бизнес-инкубаторе, организованном под эгидой корпорации МСП. Каждый проект, он не бывает без финансирования проектов. Поэтому предприниматели, будущие, действующие, которые реализуют какие-то новые проекты в рамках своей предпринимательской деятельности, они должны четко понимать, как они будут финансировать проект. Да? Мы, конечно, говорим о кредитовании малого бизнеса, но есть институты развития, которые могут именно как раз поддержать в какой-то момент, дать необходимые денежные средства, как микрокредитная организация, которая республикой создана для того, чтобы выдавать микрозаймы под ставку от 10 до 12% годовых. Аудитория – это не только сами предприниматели, но и те, кто выступает посредником между бизнес-инкубатором и бизнесменами. Олеся Шаглеева – сотрудник Национальной библиотеки Республики Коми. По своей инициативе она популяризирует нужную для ведения бизнеса информацию. Предприниматели действующие или будущие предприниматели потенциальные, у нас проходит какой-либо курс по предпринимательству. Соответственно, мы, к сожалению, сертификатов не выдаем. Мы направляем в бизнес-инкубатор, где они получают уже свидетельство о прохождении данного курса. Для получения посредством этого свидетельства дальше можно уже получить гранты. До конца этого года запланировано провести 3 обучающих семинара от корпорации МСП. Руководитель бизнес-инкубатора Инна Полькевич уверена, сейчас возможностей у бизнеса много. Главное – быть активными. Побеждает тот, у кого больше конкурентных преимуществ. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Получайте новые знания, дерзайте и побеждайте. Это была программа «Такой большой малый бизнес». В следующем выпуске мы расскажем, как получить поддержку гарантийного фонда Республики Коми и покажем, как работает бизнес-навигатор. До встречи!